Маленькому Роберту из Стерлитамака требуется операция. Малыш частично парализован. У ребенка травмирована рука при родах. Помочь Роберту Уколову может любой желающий. Достаточно отправить слово «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Это совместный благотворительный проект Русфонда и телеканала БСТ. Ранее мы показывали сюжет о другом мальчике, Руслане Галлямове. У него диагностировали тугоухость и глухоту. Этот недостаток компенсировали с помощью новых слуховых аппаратов. Их купили благодаря вам, неравнодушным телезрителям. Его мама благодарит каждого, кто помог их семье. Сделать доброе дело может каждый. Сегодня о поддержке просит мама Роберта Уколова. Хочешь пить? Нет, у него силенок правая ручка не хватит. Левшой Роберт растет вынужденно. Правая рука вспомогательная. Она частично парализована и, например, держать предметы ей малыш не может. Когда мы только сидеть начали, то есть мы не облокачивались, тем самым там позже начали сидеть, ходить там позже начали. Беременность у Гулюзы проходила нормально. Плечо у малыша было травмировано при родах. Диагноз – акушерский паралич. Появление на свет Роберта любящая мама вспоминает с ужасом. Рожать приехала женщина сама на такси. После 2 дня в палате. Пришел врач, говорит, давайте я тебя, говорит, посмотрю, типа. Вот. Там уже раскрытие было, вот, как бы, чтобы уже начать. Я когда приехала, было 4 сантиметра. Новорожденный Роберт весил около 4 килограммов. По словам Гулюзы, ребенка из нее буквально выдавливали. Они вот легли мне на живот. Просто я уже начала их отталкивать, потому что я дышать уже не могла, вот это вот. А они нам говорили, убьешь, типа, ребенка, типа, руки убрала, типа, я же сама, считай, дышать не могу. А ребенок-то что? Ребенок у меня, когда родился, лоб весь синий был. Считай, у нас вот эти вот, как называется, сосуды все лопнут, вот эти белые, все это. Когда я грудь ребенку давала, то я прям, от взгляда я прям... Один из методов лечения пациентов с акушерским параличом – ботулинотерапия. Она применяется при мышечных спазмах, болях и вегетативной дисфункции. По обращению матери, такое лечение этим препаратом ребенок может получать и в условиях нашей республики по программе государственных гарантий. Но вводить препарат можно с 2 лет. Роберт младше. К тому же именно в его случае такое лечение может не помочь на 100%. Мама мальчика обратилась в благотворительный фонд. Спасти маленького пациента может операция. Ее сделают в Ярославле. У него нарушено отведение и, главным образом, наружная ротация плеча. Вследствие этого мышечного дисбаланса у него формируются контрактуры, уже ограничение движения в суставах, независимо даже от силы мышц. Поэтому операция будет направлена как на то, чтобы позволить увеличить активное движение за счет распозиции мышц, так и позволить увеличиться объему пассивного движения. Сейчас идет сбор средств на операцию. Не хватает меньше половины. Любая сумма пожертвования будет огромным вкладом в здоровье Роберта. Реквизиты вы видите на ваших экранах. Нужно отправить слово «Дети» на короткий номер 5542. Я боялась, что у меня потом ребенок будет спрашивать, мам, почему я такой, мам, почему я как, что во дворе, когда будет его, конечно, не дай бог, что будет ребенку дразнить. Мальчика явно заинтересовал штатив от видеокамеры. Роберт даже пытался поработать правой рукой. Возможно, в тот момент появилась мечта стать оператором. Впрочем, кем бы ни захотел стать малыш, ему будет в любом случае отдано все внимание мамы. Братика или сестренки, скорее всего, у него не будет. А рожать снова Гузель боится. Они ко мне пришли и мне прямым текстом говорят, они стоят передо мной и говорят, ты же, говорит, еще раз придешь, говорит, рожать. Мы такое не забудем, то, что ты звонишь, жалуешься. Это кто сказал? Это вот именно заведующие, вот это, медсестры там. Лилия Курбанова, Шамиль Каримов. Новости.